В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. С 1 января будущего года полномочия по контролю за управляющими компаниями и ТСЖ передаются от Управления государственного строительного и жилищного надзора к мэрии города Якутска. О механизмах передачи полномочий и планах на переходный период мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Павел Аргунов, руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите поподробнее о механизме передачи полномочий и планах на переходный период ваш. Так, полномочия, они изначально с принятием жилищного кодекса Российской Федерации это полномочия субъекта, то есть правительство субъекта. Наше управление входит в состав органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, то есть нашей республики, да. И инициатором законопроекта о передаче именно города Якутску части наших полномочий в области надзора за управляющими компаниями ТСЖ инициатором является народный депутат Федоров Виктор Николаевич. Он, если память не изменяет мне, еще 3 года назад поставил этот вопрос, и в течение 3 лет этот законопроект ходил на согласование. Очень долгое время, и в конце, наконец, в октябре текущего года этот законопроект был принят во втором окончательном чтении, и с 1 января следующего года наши полномочия именно в части жителей, обращений жителей города Якутска передаются мэрии города Якутска. Что касается механизма передачи, то все стандартно. Сейчас мы ждем выхода указа главы республики о предельной численности, штатной численности нашего управления. У нас в связи с передачей намечается сокращение на 6 единиц. И кроме того, мы запустили проект постановления о внесении изменений в положение нашего управления. 6 единиц мы передаем мэрии. Провели ряд совещаний со структурами мэрии, которые будут заниматься этим вопросом. И к нашему удовлетворению и их удовлетворению 6 единиц, они переходят именно наши сотрудники, то есть опытные товарищи. И в связи с этим я уверен, что при передаче у нас механизм не сломается, никаких проблем не будет. А что касается самих граждан, взаимоотношений с гражданами, то практически ничего не поменяется. Просто если, например, человек хочет подать жалобу на свою управляющую компанию либо ТСЖ, если он ранее подавал в адрес нашего управления, то со следующего года ему надо будет подавать в адрес мэрии. В переходный период, естественно, мы все попадающие к нам обращения жителей города Якутска будем перенаправлять в адрес мэрии. А как вы сами оцениваете влияние передачи функций на качество работы, например, управляющей компании «Защиту прав жителей Якутска»? Практически, я думаю, что ничего не поменяется, потому что мы работаем по федеральным законам, и, соответственно, независимо от того, какое лицо будет контролировать, либо это структура субъекта, либо органы местного самоуправления, тут практически ничего не меняется. И мы боялись, что я как уже говорил, что если придут новые люди, то пока они наберут опыта, возможно, будут сложности, но в связи с тем, что переходят наши сотрудники, я уверен, что никаких проблем тут возникнуть не должно быть. А что касается по мнению сотрудников самой администрации, у них взаимоотношения, работа с управляющей компанией ТСЖ в этой части будет намного плотнее, уплотнится работа, ускорится диалог между управляющими компаниями ТСЖ, так как если ранее у них был, грубо говоря, только пряник в области предоставления каких-то субсидий, либо участие в программе «Тысяча дворов», то наконец-то у них появится и кнут.
и, соответственно, у них диалог более такой плотный будет. Ну и отсюда следует вопрос, планируется ли вообще сотрудничество, да, между управлением и мэрией Якутска для вот, эффективного взаимодействия в области контроля за управляющей компанией, за ТСЖ? Ага. Ну, да, естественно, у нас очень плотное взаимоотношение будет с той структурой, которая будет исполнять переданные полномочия. И, соответственно, принятым законом субъекта нашей республики о передаче полномочий на нас возложенный контроль по реализации переданных полномочий, и мы будем контролировать и также все административные дела, которые возбуждаются сотрудниками администрации, они будут передаваться нам для того, чтобы мы рассматривали. Потому что рассмотрение административных дел по федеральному законодательству остается за органом субъекта. И мы, естественно, заинтересованы, чтобы вот, структура мэрии, сотрудники, они работали очень качественно для того, чтобы принимаемые нами меры в отношении управляющей компании, они устоялись в судебных делах. Естественно, управляющие компании и ТСЖ, они будут защищать свои права, подавать в суд по административным делам, и мы уверены, ну, надеемся и практически уверены, что вот, качество будет на высоте, и все принимаемые меры будут защищены в судебных делах. Павел Анатольевич, а вот какие основные задачи и ответственность сохраняет управление, вот, например, Госстройжилнадзор в связи с изменением полномочий ваших? Но, как я уже сказал, мы рассматриваем все административные дела, которые будут возбуждаться сотрудниками администрации, и также за нами остается контроль работы той структуры, которая будет этим вопросом заниматься. А для обсуждения совместных инициатив собственников квартир вот нужны чаты, да? И насколько будет популярна такая функциональность среди якутян у нас в республике? Ну, не только среди якутян, и по всей России данная функция очень популярна. То есть общедомовые чаты, они везде распространены. Они создавались на базе WhatsApp, либо управляющими компаниями, либо каким-нибудь активным собственником многоквартирного дома, одним из собственников. И вот, ну, в последнее время WhatsApp тормозится, и буквально через несколько дней говорят, что полностью перестанет работать на территории всей страны. Кроме того, VPN тоже будут не будут работать, и в связи с этим ну, мы начали работу еще в прошлом году, когда начали активно продвигать предложение госуслуги Дом. В составе госуслуги Дом есть общедомовой чат, но, к сожалению, данные чаты не пользуются большой популярностью, потому что ну, народ привык общаться в WhatsApp, ну, в таких мессенджерах, да, обычных мессенджерах. И в связи с этим вот, в национальном мессенджере Макс на сегодняшний день нами проводится работа по созданию таких общедомовых чатов. Чаты уже созданы, они созданы централизованно Минстроем России совместно с Министерством цифры. Более 3000 чатов по всей нашей республике созданы, и на сегодняшний день они уже начинают наполняться, потому что в приложении госуслуги Дом в чате уже есть ссылка на эти чаты. И в отличие от обычных чатов в WhatsApp, они создаются не управляющими компаниями, не какими-нибудь физическими лицами, они создаются централизованно. И если, например, управляющая компания меняется, то эти чаты, ну, например, не будут уничтожены. Ну, бывает такое, что управляющая компания, которая создала чат, она теряет дом общим решением собственников, и потом чат закрывает. И чтобы такого не случилось, именно вот эти чаты созданы централизованно. Кроме того, в составе этих чатов
имеются боты, которые своевременно будут собственникам напоминать, что наступил период, например, передачи показаний общедомовых поквартирных приборов учета, например, да. И также будут в доступном виде разъяснять законодательство, какие-нибудь внесения изменений в законы. В этом плане ведется работа. Мгм. То есть вы сказали, да, централизованно. А что вот конкретно, вот, если так визуально посмотреть, кто вот еще не в курсе, как вот госуслуги дома, чаты созданы? То есть, получается, если управляющая компания поменялась, то чат сам есть, но вот как-то вот администратор или как это вот поменяется? Да, администратор будет автоматически изменен на новую управляющую компанию. Это вот сама система МАКС, она будет изменять администратора. И вот, если, например, любой человек зайдет в приложение госуслуги дом, он сразу увидит свою собственность, да, квартиру. И, соответственно, увидит общедомовой чат, созданный в самом приложении госуслуги дом. Зайдя в этот чат, человек увидит ссылку, переходящую ссылку на общедомовой чат, созданный в приложении МАКС. А там какие еще вопросы дополнительные какие-то есть, там плюшки или в Ну, самом чате? пока что, кроме вот, ботов, пока никаких плюшек нету, но разработчики приложений МАКС, они работают в этом плане, и, возможно, появятся еще какие-нибудь нововведения. Спасибо, Павел Анатольевич, что сегодня к нам пришли и рассказали такую подробную информацию. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.